Чтобы подсолнечники так украсили поля, необходимо создать для них благоприятные условия. Солнечная погода, регулярный полив и хорошее соседство. Обыватель может и не догадываться, что на урожай влияет даже то, что растет неподалеку. В КФХ Вахит Албаков предусмотрели все нюансы, поэтому результат не заставил себя ждать. Вот мы видим, за спиной находится и фильтровальная станция. Она фильтрует воду и держит давление. Она подается по магистралям, по участкам, и уже мы видим по рядам, вот если вы обратите внимание, вот эти черные полосы, которые лежат, это капельное орошение уже в рядах, непосредственно под корень самого растения. Я такого не видел, чтобы и не слышал, чтобы такое применялось, но я думаю, что эффект от этого будет очень хороший. В семеноводческом крестьянско-фермерском хозяйстве Вахит Албаков в этом году большие планы. Необходимо заготовить 50 тысяч посевных единиц семян подсолнуха французского сорта «Саваж». Начальник отдела семеноводства филиала Россельхозцентра по Ингушетии Ляля Балхаева проверяет не только состояние подсолнечников, но и осматривает территорию на наличие вредителей и сорных растений. Здесь надо делать апробацию, и мы каждый раз приезжаем, проверяем, какой у него сейчас в данное время этап. Но сейчас только идет чисто опыление. Вот. Сейчас апробацию еще делать рано. Недели 3, наверное, мы еще раз посмотрим. А так, пока он себя хорошо чувствует, хорошо себя показывает. Единственное, болезни пока тут нету. КФХ функционирует 3 года, но с июня 2024-го хозяйство официально признано семеноводческим. Предприниматель подал заявку в Россельхозцентр по Ингушетии и прошел все необходимые процедуры на соответствие, после чего Албаков получил сертификат. Это рабочие места, это правильное ведение сельского хозяйства в тех объемах, которых вот у него есть, вот на тех полях, которые ему предоставлены в виде аренды или там долгосрочной аренды. Он с землей работает правильно. Это как пример для других соседних, допустим, вот, арендаторов, фермеров. Он может делиться своим опытом, у него большой опыт. Также активно налаживается рынок сбыта продукции. Уже есть договоренность об экспорте семян в Поволжье. Туда переданы демо-образцы сортов. Зарема Ивлоева, Султан Магушков, Магаз 24.